нужно, хотелось бы процитировать. Главная задача стать шахидами, не жить, а умереть на пути Аллаха. Все, спасибо. Знаете, я хотел одну историю рассказать, мне кажется, очень будет уместная. Один из руководителей нашего второй чеченской кампании, генерал ФСБ, рассказывал мне такой очень интересный случай, который, мне кажется, очень важен, случай из жизни. Когда в Чечне, во второй чеченской кампании, поймали одного из ваххабитов, наши солдаты. Он остался уже один, никого, в общем, как-то его удалось схватить. Его стали очень сильно избивать. То есть его фактически покалечили, там, так сказать, серьезно повредили жизненные органы, так уже в конец на самом-то деле. То есть его достаточно сильно избивали. И вот он уже лежал весь в крови, там, как бы без ноги, уже как бы совершенно избитый. И вот генерал смотрел ему в глаза. И он говорит, а в глазах у него было абсолютное спокойствие. И когда он говорит, ну что ты там, сволочь, там допрыгался со своим этим, тот сделал такой жест и укусил его за сапог. Вот так вот. А в глазах у него были абсолютно спокойные, мягкие. И вот тот, говорит, подумал, да, вот это что же... Тот говорит, я, говорит, ведь воюю просто... Вы-то, за кого вы воюете? Он еще уже из этого положения отпустив укус, говорит, вы воюете за ночные клубы, вы воюете за проституток русских, стоящих вдоль дорог, вы воюете за какие-то возможности там, мыть посуду в Европе, за какое-то правозащитное движение. А мы, вот в таком состоянии, мы воюем за Аллаха, за абсолютные ценности. И вы можете делать все, что со мной угодно. Вы со мной вообще с духом моим не сделаете ничего. И он хохотал. Вот один из совершенно уже искалеченный человек, обрубок. Но вот этот генерал был поражен и пошел в кафе там недалеко, там, оставив его своим солдатам. Вдруг он слышит выстрелы. Выбегает. И вот это существо, уже бессильное, там, оказалось, улучило момент, когда отвернулись наши солдаты, схватил автомат, расстрелял их и уже залезал на машину, чтобы поехать дальше. То есть он его убил, но он был абсолютно поражен, какой энергией живет этот человек и какие ценности его вдохновляют. И он тогда подумал, вот, потому что это был уже это не пиар, это не Дока Умаров, это не демонстрация, это не американские гранты, это вот не то, о что мы с вами думаем. Это была реальность. И он подумал, а за какие ценности я-то воюю? Вот почему на самом деле этот человек вот, по-настоящему способен так вести себя? Это был не только какой-то отдельный герой. Это приблизительно демонстрировало состояние того, что имелось с той стороны и имелось с нашей стороны. Я считаю, что эти темы мы тоже должны очень серьезно подумать. Нельзя недооценивать врагов, нельзя недооценивать идеологию, потому что в результате он пришел к очень интересному выводу. Он сказал, что за это государство, сказал генерал ФСБ, я бы на самом деле в этом развальном состоянии, вот с его омерзительным руководством, с его ценностями, с его телевидением, с его юмором, с его политикой абсолютно неадекватной, я бы, конечно, не стал умирать, а вот за православие стал бы. И тогда он, став заниматься просто так и превращать свои отряды в православных воинов, он их просто крестил, приглашал священников. И единственная сила, которую он сказал, способная противостоять этому, это религиозность и дух, на самом деле, которая у христианства, в христианской традиции не меньше. Но никак не защита права там, на рэп или на, как бы сказать, на юмор, на какую-то светскость, на толерантность. За толерантность никто воевать не пойдет. Пойдут за святые идеалы. И они борются за свои святые идеалы. И противопоставить им может только святые идеалы. Поэтому это очень важный ваххабитский текст.